А между тем, любое спортивное событие в конечном счете очень хорошо ложится под определение зрелища. Без зрителей, без болельщиков, какие бы великолепные результаты ни показывали спортсмены, оно в значительной степени лишено смысла. А самое главное, именно болельщики являются одним из ведущих стимулов преодолевать спортсменам очередные препятствия, достигать все новых и новых высот. Между тем, болельщики – это целая армия со своими правилами и вооружением. Какие соревнования чаще всего посещают? Откуда приехали болельщики в Казань и какие у них есть кричалки? Универсиада глазами фанатов, в репортаже Альбины Асылгараевой. Болельщик универсиады в Казани удивил гостеприимством, дружелюбием и активностью. Эти люди не просто болеют спортом, а действительно больны им. Пол и Шарлотта Редден показывают, как болеют за сына. Он регбист, а они фанаты игры. Сын в составе сборной Великобритании приехал на универсиаду. Ну и родители вслед за ним. Первый матч уже сегодня. Для сына визит родителей сюрприз. Боже мой, опять мои родители здесь. Он обычно так реагирует. Ему неудобно и стыдно, но потом, я надеюсь, ему будет приятно об этом вспоминать. В каждой медали есть заслуга болельщиков. Об этом говорят и сами спортсмены. Настолько сильно поддерживали, эмоции подстегивали, и вот пытался себя успокоить, чтобы как раз вот не сломать ритм. Молодцы, всем спасибо, все такие хорошие. Так всем подошла бы и поцеловала. Сказала бы огромное вам спасибо. Спасибо большое, Казань. Я вас очень люблю. Раньше думал, что такого не бывает, а на самом деле родные стены помогают сильно, и болельщики. Благодарю, на самом деле они заводили. И может быть частичка вот этой победы – это их, потому что заводили, молодцы, хотелось толкать дальше. Белый, синий и красный. Лицо России на лице россиян. Даже казанские девушки в дни универсиады будничный макияж сменили на спортивный. Триколор страны или символ универсиады. Вот этот символ, я думаю, уже знают не только в России, но и во всем мире его узнают. И всем сразу станет ясно, что девушка ярая болельщица. Этот флешмоб посвященный спортсменам. На поддержку вышли казанские студенты. Вооружившись флагами и речевками, экипированные и раскрашенные, переживают на трибунах и за своих, и за чужих. Самому авторитетному болельщику доверяет только барабан. И тому человеку, кто бьет в барабан, это считается как бы определенный стаж должен быть. Мы создаем шум, болеем, кричим кричалки, поддерживаем кто как может флагами, хлопушками, свистками и так далее. Обычно мы кричим все: «Россия вперед! Россия, давай! Победа за нами!» Вот. Казанский юрист Олег Конюшин теперь изучает законы и правила водного пола. На соревнования пришел впервые. Универсиада открыла глаза на многие вещи, то есть на спорт. А в целом, то, что это очень... Есть разные виды спорта, которые хочется посещать, смотреть, поддерживать. Семья Старцевых, мама, папа, сын и еще сын на универсиаде устроили себе зрительский марафон. Первым же делом посетили водное поло. 4 прекрасных матча, мы все 4 просмотрели. Ну, считаем, что Россия все-таки фаворит. Ольга Макеева, вопреки стереотипу, болеет за футбол. На матч приехали вместе с сыном. Рассчитывали именно прийти поболеть за бразильцев, как родину футбола. Но в данном случае они играют неплохо, но слишком медленно, все время в своей обороне. Почаще бы им надо, у них много было моментов, но самый лучший у них вратарь. Они за счет него выезжают. Среди поклонников спорта и руководства республики президент Рустам Минниханов аплодировал борцам и волейболистам, а государственный советник республики – пловчихам. Французская семья Дрелье смогла сделать то, что не смог Наполеон. Они доехали не только до Москвы, но и до Казани. Оказывается, в Казани очень жарко. Мы не ожидали встретить здесь такую погоду. Универсиада организована очень хорошо. Если в спорте важны возраст и пол, то в армии болельщиков нет разграничений. Это и яростные фанаты, непрофессиональные спортсмены и совершенно не спортивные люди. Есть и такая статистика. Шумовая поддержка громче всего на футболе, волейболе и водных видах спорта. Более деликатная в бадминтоне и гимнастике.
В дни универсиады в трибуны превратились и диваны казанцев. Телеаудитория игр, по информации самого спортивного министра страны Виталия Мутко, 3 миллиарда человек. В стадионе более эмоционально, наверное, потому что это все вживую. Ну, по телевизору, конечно, болеем, кричу иногда даже. С друзьями набираем чипсов, колы, сидим перед телевизорами, празднуем победу, например. Вживую, конечно, лучше смотреть, но плюс есть то, что когда смотришь по экрану, потому что показывают все четко. Недостаточно бывает, если вещи, где ты не можешь увидеть стадион, а там тебе покажут. Я все смотрел, пляжный, ну все, что показывают с 9 утра до 10 вечера. Вечером, когда работа кончается на огороде, вечером смотрим, ночью смотрим немножко. Эмоции переполняют, конечно, на стадионе, хочется посмотреть, как там удар происходит, но смотришь в телевизоре, а с одной стороны это более красочный, в телевизоре смотреть все-таки немножко это по-другому. Вживую, кажется, он плохо дал передачу, там еще что-то сделал, ударил не так, но если смотреть по телевизору, кажется, все он правильно сделал, в принципе, футболиста ругать не за что. Любите спорт, живите спортом, и все будет хорошо. Альбина Салгараева, Дмитрий Аринин, Сарья Хабибуллина, Полина Кострицкая, Республика. Итоги недели.